Владимир Владимирович, вы в Якутии уже в который раз? Ну, десятка-два раз я тут раза точно был. Вот пересчитать невозможно, потому что по Якутии я практически проехал. Ну, очень много тут мест посетил, так что... Вы знаете всю Якутию? Ну, не всю, но многое. Ага. Был и за полярным кругом, вот, и на востоке страны, и в промышленных районах, Нерюнгри, Мирный, вот, в Алдане, Депутатском, Чекурдахе, Русском Устье, с друзьями моими, писателями. И супруга моя была Лариса Владимировна, это было очень давно. Летали на вертолете на Станчик, где самая северная в мире церковь, вот, где был Дежнев, Колчак, вот, Лаптев, наши великие путешественники. Об этой церкви очень хорошо написал Распутин Валентин Григорьевич. Я была студентка, и мы встречались в Доме печати с Распутиным Валентином. Ну да, он здесь, на этой земле был несколько раз, да, правильно. Якутию мне открыл замечательный ваш писатель Васильев, Василий Егорович Корысхал. Когда-то мы с ним познакомились на совещании молодых писателей, которые проводили мы в Благовещенске. Это было совещание Дальнего Востока, писателей молодых. Я тогда работал в журнале «Литературная учеба», мы это совещание организовывали. Он так увлекательно рассказывал о Якутии. Буквально следующую командировку я выбил полететь в Якутию. Это была полярная ночь, ноябрь месяц, мы улетели еще на Дальний Север. Год 83-й, ездили по Зимнику, там 2 или 3 суток. И в экстремальных таких условиях побывали. В 86 году, когда вашему замечательному деятелю культуры вручали звезду Героя соцтруда, мы прилетели сюда с друзьями-писателями. Вот, участвовали в этом мероприятии, выступали тоже, поздравляли Суарона Амалона вот, с высокой наградой. Тогда еще ваш президент Николаев был секретарем обкома. А с Михаилом Ефимовичем мы вот даже, он помог создать журнал «Мир Севера», который при нашей газете выходил. Многие проекты мы с Михаилом Ефимовичем вместе осуществляли. Тогда страна разваливалась в 90-е годы. И вот мы с ним придумали, и он поддержал, чтобы в Якутске собрать пленум Союза писателей России. Из Сибири приехали своим путем многие люди, и здесь собралась целая плеяда лучших писателей страны. Мы разговаривали тогда о том, что надо сохранить общую культуру, национальные традиции. Вот, и это как-то подвигло многие наши властные структуры на то, чтобы все-таки страна удержалась бы в тех рамках, которые уже оставались, так сказать, в рамках России. Сейчас время собирать камни. Сейчас страна находится на другом уровне. Нет опасения того, что страна развалится изнутри. Нас платил внешний враг. Все народы России это активно понимают, активно участвуют в СВО, укрепляют наше многонациональное единство и показывают всему миру, что у нас страна крепкого характера, и она не даст захватить нашу родину западными псевдоценностями, теми развратными и отвратительными сатанинскими вещами, которые сейчас поглощают Европу. Это очень важно. И на нас сейчас смотрит весь мир. Мы практически сейчас маяк в этом жутком, так сказать, сатанинском нашествии на человечество. Мы светлое, как бы будущее человечества сейчас представляем из себя. Надеюсь, что мы победим, и уверен в этом. Когда разваливалось, начали с писателей же, да? Конечно, начали разваливать культуру сразу. Во-первых, появилось очень много союзов писателей, вот, потому что власть наша поддерживала во многом новые писательские организации, вот, им давали дотации. Вы знаете, тогда при Егоре Гайдаре и уже и Тимур Гайдар вошел в новую писательскую организацию, так сказать, им большие преференции были. Тем не менее, сохранился Российский союз писателей и сохранился в своем патриотическом виде как оборонительная система для нашей культуры. По решению нашего президента один союз писателей будет и есть. Все остальные писательские союзы могут существовать, но государственная поддержка и все имущество, которое было у писателей разворовано и конфисковано, оно сейчас постепенно возвращается в Союз писателей России.
Самые талантливые люди, которые в других союзах писателей, они тоже войдут в этот союз писателей. Но у нас будет единое, так сказать, управление. Сейчас этим занимается Мединский, ближайший советник Путина по культуре. Под его руководством и управление по культуре в администрации. Вернули Центральный дом литераторов буквально на днях и возвращают все имущество, которое было у писателя. А это многомиллиардное имущество по всей стране. Комарова и Переделкино, и Коктебель, и в регионах есть дома, которые были потеряны. В Санкт-Петербурге там очень много домов, там был филиал советского писателя на Литейном проспекте, я думаю, тоже вернут. Советский писатель, особняк, я надеюсь, тоже будет возвращен в ложе писателей. Это укрепит, во-первых, писательское сообщество, материальное, так сказать, обеспечение писательского труда будет совсем другое. Ну и уважение к писательскому труду, потому что мы знаем, что в перечне профессий есть все профессии, которые, так сказать, у нас в стране, но профессии писателя сейчас как таковой не существует, и писатель социально не защищен. Это, наверное, специально? Да, потому что, во-первых, чтобы развалить страну, надо уничтожить культурные ценности. Эти 30 лет развал культуры и все западные, так сказать, фонды, многие, они способствовали появлению совершенно другой литературы, вот этой беспринципной литературы вседозвольности, якобы модернизм. Но на самом деле появилось огромное количество писателей, которые приветствовали западные начинания, и ЛГБТ, и все что угодно. Была создана целая система. Западные фонды давали гранты, тот же фонд Сороса и другие фонды. Наши олигархи, которые, кстати, многие из них поддерживали вот это западное направление, они тоже участвовали в поощрении писателей, давали премии. Что такое вот грант, да, на писательский труд? Это, во-первых, оплата издания книги, гонорар, потом оплата распространения книги по библиотекам и по магазинам. То есть практически книги, которые были выгодны для развала страны, они во многом распространялись вот таким образом. А книги, которые сохраняли ценности общенациональные, к ним никакого внимания, напечататься нигде не можешь. Вы сами знаете, что и здесь, в Якутии, и в других регионах писатель напишет книгу, пойдет там, попросит или администрацию, или какого-то знакомого там олигарха, тот выдаст на 200, 300, ну там на 1000 экземпляров. Кто ее увидит там? Ну, часть родственников, часть друзей, и практически в продажу эти книги не попадали. За 30 лет, надо сказать, поэтому вот такую традиционную литературу, эти последние 30 лет ее уничтожали. Те писатели, которые являлись как бы кумирами в средствах массовой информации, лучшие писатели страны, по-моему, человек 150 уехало за границу и уже продолжают свою разрушительную деятельность, правда, уже бесполезную, по развалу нашей страны. Там клевещут из-за границы, пытаются что-то там злобствовать. Ну, как и многие наши, вот, честно говоря, поп-звезды, которые были кумирами, вот они сейчас тоже сбежали за границу. Часть из них уже стала инагентами, вот, часть затихла, часть, наверное, вернется. И я надеюсь, вот из писателей они, если это талантливые люди, они продолжат свою работу здесь, потому что здесь никто не запрещает им работать. Но уже вот тех преференций, когда ты выступил против традиционных ценностей своей родины и получил за это сразу гонорар и возможность выйти к читателям, уже не будет. Это правильно. Их же специально продвигали. Конечно. Средства массовой информации работало на то, чтобы обеспечить им известность и телевидение. Ну, надо сказать, и до сих пор еще телевидение у нас не перестроилось. Тот же Первый канал, там те же руководители, которые, так сказать, программы очень низкого нравственного качества. Все потихоньку меняется. Я надеюсь, что изменится окончательно. В 2009 году мы вот как раз с Ильей сняли «Мунха». Сетями ловили караси. Сняли фильм, в России мы выиграли, увезли наш фильм в Европу. Так удивило, что выиграл фильм вообще непристойный. Какой разврат, конечно. И драка, и пьянство. Фильм рассказывает о том, какой этот русский человек, пьяница, да. Развратник. Вот это вот выиграло, и поехал этот фильм в Лос-Анджелес. Вот так было запущено идеологическое разложение нашей страны. Это поддерживалось и Западом, естественно,
и во многом поддерживалась нашими здесь и чиновным аппаратом во многом. Ну и я уже не говорю о тех олигархов, которые хотели захватить здесь власть, вот, для которых наша государственность серьезная и организованная была препятствием. До сих пор на Первом канале, если вы смотрите, приглашают людей с семейными скандалами, вот, причем скандалами очень скабрезного какого-то толка. И люди там, их подготавливают специально, они там выворачивают наизнанку свою интимную жизнь. И вот вынуждены люди смотреть, вместо того, чтобы смотреть хорошие нравственные программы, которых очень много, и делаются же сейчас, но это не пускают. То же самое происходило в театре. Просто невозможно смотреть порнографически. Они идут в центральных театрах Москвы. Слава богу, еще в провинции их человек не может смотреть, а в Москве идут такие пьесы. Ну, как бы кассу собирает, они так говорят. За вот эти годы воспитали столько людей, которые практически не имеют нравственного стержня. Это же беда. Я уже не говорю вот даже бранные слова, вот, просто употребляют эти слова как обыденные. Хотя у нас есть закон, только надо его применять, надо начать штрафовать, и все, и завтра уже люди будут говорить аккуратнее. Без идеологии нам никуда, но сейчас все учреждения культуры обслуживают, план спускают, должны приносить деньги. Болонская система, которая была внедрена, это тоже была направлена на унижение и развал нашей культуры, и развал нашей страны, чтобы человек был просто винтиком в производственной деятельности. Вот он получает очень конкретное образование, и он за пределы этого образования шагнуть не может. Вот. А элиту, та же западная публика, она свою элиту учила в совершенно других заведениях, где уже это как бы были сильные мира сего, оттуда могли выходить. Вот. А все остальное население, это ты вышел на работу, там какую-то гайку закручиваешь или делаешь какую-то операцию, там, пусть даже такого полуинтеллектуального толка, пришел домой, взял там бокал пива, включил интернет, телевизор, и все, и тебе должно быть, чтобы тебе ничего не надо было. Раньше ты только через телевизор и радио мог воздействовать, а сейчас человек сидит в гаджетах. Людей можно организовать, так сказать, на непотребные действия очень легко. Мы с удивлением, помните, смотрели на пляшущих идиотские танцы на Майдане. Привело это к фашизму. В школах Англии позаимствовали систему образования советскую. Я уж не помню, то ли Буш в 70-е годы приезжал, тут знакомился, он сказал, что они нас не атомным, или Кеннеди даже раньше говорил, что они нас не атомной бомбой ослабят, они вот с системой образования. Очень многие наши принципы образования в Китае применяются. Я надеюсь, что сейчас вот обещают уже с 2026 года вернуть высшее образование к его нормальной системе, когда у нас не будет вот этой бакалавриата. Ущербное образование, высшего настоящего нет, ему еще 2 года надо в магистратуре. А почему сразу его не учить нормально? Потому что вот Западу выгодно было так, чтобы здесь полуобразованцы выходили. Вот это проникновение финансовой поддержки с Запада, оно уже прекратилось. Возрождена школа переводов. Русская культура, культура России объединяла все народы, которые существуют. Чингис Айтматов, Расул Гамзатов, якутские писатели, они все выходили в мировую культуру через русский язык. Но русская литература же ведь тоже обогащалась национальными литературами. Тот же Редхеу, там, когда переводился, и другие писатели, они обогащали всю нашу национальную культуру. Почему вот якутский театр везет, допустим, спектакль где-то на гастроли, и там где-то в Чувашии его воспринимают как свой спектакль, как будто про них. Когда мы в единой семье народов, мы сильны. Сотников Геннадий, художник театральный, он говорил, что русский театр эмигрировал в Якутию. Василий Харысхал познакомился с Андреем Борисовым. В Москве ходили на его спектакли. Вот, и здесь я очень ценю его творчество. Он во многом способствовал тому, что в Якутии помимо вот мощного театра появилась мощная кинопрограмма. И кинематографисты якутские, вот они сейчас занимают одно из ведущих мест в нашей стране. У него же спектакли проникнуты вот новыми идеями, глобальными, очень серьезными. Он
конечно, человек такого широкого масштаба. Я думаю, для Якутии это большое счастье. Вы сказали, что вы дружили с Харысхалом. Да. Можете охарактеризовать как писателя и как человека? Ну, Василий, конечно, удивительный человек. Во-первых, он очень заботливый, очень такой, внешне он как бы простой и доступный человек, но те вот идеи, которые он все время предлагал, они были проникнуты заботой об общемировой цивилизации. Я вот вспомнил тут такой случай. Мы с ним не так давно, значит, лет 5 назад, были на Русском соборе в Ставрополе. Вот, собрались деятели культуры, вот, священнослужители там, православной церкви, мусульмане приехали с Кавказа, там, в общем, большое стечение, из Москвы много людей. Приехал Василий. Вот, с виду такой невзрачный, тихий человек, приехал по приглашению митрополита Кирилла Ставропольского и Невиномысского. Вот мы с ним дружим. И митрополит после уже всех заседаний устроил для близкого окружения застолье. Присутствовали дети первой эмиграции, там граф Шереметьев, там, значит, еще такие большие, красивые люди. Они возглавляют сейчас русские фонды, там многие в Париже, там еще где-то. И дали слово Василию. Сначала подозрительно они так на него посматривали, потому что Вася, он немножко так говорит с паузами. И потом вдруг полная тишина, и когда он закончил говорить, эти высокие такие красивые люди окружили Василия, и до конца вечера они беседовали с ним, потому что он им сказал такие откровенные и серьезные вещи, которые им помогли даже, я так понял, потом определиться в их деятельности там на Западе. Вот. И они увидели, что, оказывается, не только, так сказать, центральная Россия, то есть Москва вот об этом задумала, а где-то далеко в Якутии, о которой они даже и мыслить-то особо не могли. Там существуют люди такого мирового значения. Это их потрясло. Вот это меня всегда в Василии удивляло, и его могучие идеи, которые он там, сказать, предлагал, мы часто с ним пытались воплотить, что-то получалось, что-то нет. Но меня всегда это увлекало. Вот тот же пленум Союза писателей, который мы организовали здесь, да и многое-многое другое. Вот, это все было. А в быту он был человек очень непритязательный и очень такой умелый. Вот. Он никогда не останавливался в Москве в гостиницах, а жил у меня дома. И мои дети до сих пор помнят, как где-то по московскому времени, там в 5-4 утра вдруг начинало пахнуть мясным бульоном, там рыбой, значит, которую он варит, мясом. Вот, и я выходил на кухню уже утром, Вася сидел обложенный бумагами, у него уже был сварен для всех, так сказать, похлебка такая хорошая, и тут литфондовские бумаги, писательские, значит, и с утра, как только 9 часов по Москве, он... сначала мы слышали, как он с Якутией разговаривает по телефону, значит, он тут со всеми разговаривал, а с 9 он начинал разговаривать уже с московскими организациями, значит, когда там приходили на работу. Вот это было всегда, значит, у него. Он очень деловой был человек, очень мобильный, подвижный, со всеми общался, всех со всеми знакомил. У него была большая радость, так сказать, вот, открыть для тебя еще какого-то человека нового. Вот одно из последних знакомств, он познакомил меня с Никитой Аржаковым, допустим, да, там в Москве мы познакомились, и мы до сих пор общаемся, встречаемся. Вот, и фильм его потрясающий смотрели всей семьей. Кстати, нам его поставил Саша Докторов, это внук Василия, он сейчас учится в Москве. Вот, и часто бывает у нас дома, мы вот считаем как бы одним из своих внуков теперь. Я переводил несколько рассказов его, печатал в газете, даже остался незаконченный роман написан. Занимается Нюргияна, его дочь. Надо будет посмотреть, чтобы наследие его было доступно всем. Я ощущаю утрату Василия очень тяжело. Мы, например, в семье часто о нем говорим. Дядя Вася приезжал, мои дети говорят, вот он то-то был там, значит, или мы вот с Василием ездили туда-то. Вот. И не хватает поддержки. У Василия были очень такие мудрые и правильные рассуждения даже вот о всем порядке мировом. Потом он был очень прозорлив. Надо сказать, что у него там какие-то шаманы, что ли, в роду были. Значит, но он мог, например, достаточно легко
выяснить, что у тебя болит. Вот, кто-нибудь, при мне люди жаловались, он говорит, а вот это вот давай как сейчас вот здесь у тебя там, как-то руками он там поводит, и человек успокаивался. То есть вот даже это у него было, может быть, от доброты его, от понимания. Относился очень серьезно и к вашей традиционной культуре, вот, к шаманству там и так далее. Перед едой там и покамлаем, и помолимся. Вот, потому что он же был крещеный, православный человек. Он очень хорошо общался с нашими священниками, был на русском соборе. То есть он очень легко как-то вот понимал истоки национальных традиций и в национальной культуре, и в православной. Для него это было как бы естественное состояние. Широкими взглядами на всю нашу мировую, так сказать, действительность. А с Николаем Алексеевичем когда познакомились? А практически тогда же, когда я первый раз прилетел в Якутию, Вася тут же начал знакомить меня со своими друзьями. И с Лугиновым мы познакомились, вот, и наша компания здесь, Борисов, с нами все время был. С утра до вечера разговаривали, ночами вот такими. Сидим, потом на машину поехали на какую-нибудь там гору смотреть, пейзаж там какой-то, значит, и вот эту красоту вечную. Они знакомы были с моим папой, с моими родителями, мамой. У нас дома бывали. Про ваших родителей, кто они были? У меня отец был замечательный писатель. Он был директор самого крупного в мире по новинкам издательства «Советский писатель». Он проработал там 10 лет. Когда он принял это издательство, они издавали 300 книг в год. А он, когда ушел на пенсию, уже 500 книг в год новых. Вот, поэтому вот, он был очень интересный человек. А мать была преподаватель, кандидат технических наук, она строитель. Но она всю жизнь помогала отцу, блестяще разбиралась в литературе. Вот, печатала его книги, когда у нас было мало денег, чтобы отдать машинистке. Она печатала 10 страниц, а я там пятиклассник 1 страницу печатал. Поэтому мы как-то жили всегда дружно. И когда приезжали ко мне мои друзья, то они очень любили беседовать с моим отцом. Вот Николай Лугинов до сих пор вспоминает, как они общались с моим папой, вот, на все темы, так сказать. И ему было удивительно, что директор такого могучего издательства с ним, молодым писателем, вот так вот подолгу и хорошо разговаривает. Мой папа и я, мы уроженцы Сталинграда, вот, да, а мама из Воронежа. И познакомился папа с мамой на строительство Волгодонского канала, куда мать, закончив строительный институт, сказала, пошлите куда труднее. И она работала в степи, строила 10-й шлюз, жила в юрте. Там, значит, была прорабом, в общем, возглавляла бригаду, бывшая студентка. А отец был корреспондентом ТАСС по Волгодону. Вот, и он писал, они ее наградили там медалью за трудовую доблесть. Вот. Он о ней написал там какой-то очерк, потом они не видели, это была как бы случайная встреча, а потом маме было уже, она понимала, что девушке жить в юрте и по ночам там с зэками строить, у нее под ее руководством зэки были. Вот, она перешла в Сталинград и преподавала в техникуме там. И подруга их познакомила, говорит, вот молодые журналисты там, а это вот моя подруга. А они говорят, а мы знакомы уже. Вот, отец уже о ней писал. И с тех пор завязалась у них, так сказать, дружба. Была свадьба, а через год родился я. Аэропорт, по-моему, переименовали. Несколько раз в году ставят вывески «Сталинград» на дорогах. Вот, на это пошли. Теперь переименовали аэропорт. Но я думаю, в будущем переименуют город Сталинград. В начале 90-х годов в Москве издавалась повесть. Журнал «Москва. Великомученица». Там был главный редактор Бородин, он антисталинист был. Надо было о себе написать справку. Я написал, родился в Сталинграде. И мне звонит зав. Отделом прозы и говорит, слушай, у нас Бородин Сталина ненавидит, ты убери, напиши Волгоград, а то он повесть зарубит. Я говорю, скажи ему, что у меня в свидетельстве о рождении написано Сталинград. И он пошел, ну, говорит, смотри сам. И он пошел, сказал Бородину, он говорит, ну ладно, пусть идет. Почему борьба была со Сталиным? Потому что Сталин был самым ярым патриотом и очень мощным, так сказать, государственным деятелем. А потом пришли вот такие предатели типа Хрущев, Горбачев, Ельцин. И Хрущеву было очень важно за все, так сказать, что сделал Сталин. А тогда страна поднялась. Ну, во-первых, мы выиграли страшную войну.
Мы вышли из нищеты. Был прорыв при нем, атомную бомбу, в космос там практически поднимались, так сказать, и все. Вот. Надо было все это уничтожить. И вот поэтому такая борьба. А уже когда пришли, так сказать, вот эти прозападные веяния, чтобы развалить страну, то уж тут, конечно, ухватились за Сталина очень сильно, и надо было все это, так сказать, обгадить и ложью, так сказать, все замазать. Первые исследования, достаточно серьезные, были даже в Америке проведены на базе вот их архивов. И из этих исследований уже можно было понять, что Сталин совершенно был другой фигурой, нежели ее представляли нам. И вот наши книги, которые вот Святослав Рыбас, двухтомник о Сталине написал, он во многом был основан на тех исследованиях американцев. Но там их никуда не пускали, это было просто научное исследование. А здесь уже начали эти книги публиковать, и поэтому сейчас совершенно другое будет отношение. Почему сейчас по всей стране начинают памятники Сталину? Именно поэтому. Я думаю, когда, помните, мы называли по Первому каналу, по-моему, наших государственных деятелей, кто займет первое место там, то Александр Невский первое место занял, там еще кто-то, а Сталин то ли на третьем месте. Так вот я больше чем уверен, что уже тогда по голосованию наших зрителей Сталин был на первом месте, но это невозможно было, так сказать, тому же Первому каналу опубликовать и, так сказать, обнародовать. Чем страшна была вот эта перестроечная тенденция развала страны? Можно было говорить все, что угодно, но тебя не услышат. А вот тот, кто будет лгать, ему дадут первые каналы, дадут самую большую трибуну, и вот эта ложь закроет все, что ты будешь говорить. В 90-е годы говорили очень много правды, она вышла наружу, вся эта правда. Но кто ее услышит? Никто. Когда ты включаешь телевизор, тебе говорят совсем другое, понимаете? Вот. Когда книги, в которых написана правда, они издаются тиражом 200, там, 500 экземпляров, 1000. А где вранье, они издаются там 10 тысяч, 20 тысяч. По творчеству Николая Логунова. Ну, Коля, конечно, он замечательный прозаик, он молодец большой, и его там повести, рассказы, они замечательные. Ну вот его работа над Чингисханом, она, конечно, это глобальная вещь, которая сделала ему вот такую вот серьезную известность. Вот. Тут он большой молодец, он как-то смог осмыслить вот роль личности-то в истории. Вот. Здесь-то якуты прочитали, а в России, чтобы прочитать, нужны были очень хорошие переводчики. Вот. И Николай Шипилов, который половину перевел, это гениальный человек. Вот, кстати, мы его нашли и на совещании молодых писателей в Новосибирске, он из Новосибирска. Вот. И это человек такого масштаба просто могучего. Вот. И то, что он перевел вот первую половину, это просто большая удача и Логунова, и Шипилова. Ну и Карпов Володя тоже постарался, да, он вторую половину перевел. То есть это два очень серьезных писателя, одни из лучших прозаиков. Шипилов просто, так сказать, гениальный человек. Вот. Поэтому Николай Логунов молодец. Но он тоже государственного большого мышления. Недаром он, так сказать, в вашей духовной академии, там, сказать, вот, и в музей какой вот он поднял великолепный, так сказать. Поэтому Коля масштаба такого планетарного, я бы тоже сказал. Вот они с Василием почему и дружили. Они ругались очень часто. В этих спорах и рождалось как раз очень многое. Вот мы когда собирались, я прилетал сюда, мы собирались здесь днями и ночами, не зная, какая сейчас ночь или какой день по-московски или по-якутски. Вот это мы все обсуждали. Это было очень интересно и полезно, я думаю. Во всяком случае, это в моей жизни сыграло большую роль. Мы упрощенно говорили, Логунов за красных, Харысхал за белых. Ну да. Ну и выясняется, что и тот за красных, и за белых. Вот в чем важность. Только у них и разные подходы. Коля еще он математик по своему, так сказать, складу ума. Он больше пытался всегда просчитывать, так сказать, у него более рациональная какая-то проза. А Вася, он более романтичен, значит. Вася, он очень увлечен, он если увлекся, все, значит. Ну, поэтому вот они очень разные люди, почему они и общались все время хорошо друг с другом и дружили. Василий, конечно, был и большого юмора человек, но один раз вот этот юмор нам здорово помог. У моих родственников была в 100 километрах от Москвы в селе дом был. Там большой участок, и тогда было
в общем, это начало 90-х годов, как-то уже боялись голода. И вот мне родственница говорит: Володь, давайте поедем, посадим там картошку, там огромная земля, много земли. Ну и на зиму у нас у всех будет нормально. Я говорю, ну поехали. И мы собрались, и Вася как раз приехал. Я говорю, Вась, поехали? Поехали. И мы приехали, там жила тетя вот этой моей родственницы. Их уже нет, они умерли, дом остался. Вот, скотный двор, это такие северные дома большие, значит, и тут ручей какой-то тек, значит, и моя родственница начала там со своими возделывать поле, где они обычно картошку сажали, ровно и так далее. А нам говорит, вот можете вот тут рядом, а там неудобье, и там, как потом выяснилось, был коровник, оттуда навоз выбрасывали, и он стекал туда ближе к ручью. Ну, мы с Васей, вот такая земля, трава, значит, тяжело копать, мы еще не выспались, это изба, там русская печь настоящая, значит. Вася говорит, а земля вроде хорошая. Вася говорит, давай, будем китайским методом. Ты копай, значит, поднимай, а я туда буду бросать картошку и ногой ее, значит, придавливать. Мы начали с ним, я откапываю, он закапывает, я откапываю, он затаптывает. Родственница увидела, возмутилась, говорит, что вы делаете там, туда, это нехорошо там и так далее, надо тут все это вскопать. Значит. Ну, мы не стали ее слушать, все это сделали, уехали. Уже в Москву, надо отдать должное родственнице, она все-таки там приезжала и что-то немножко окучивала. Ну и осенью она мне говорит, Володя, поехали собирать картошку. Я прицепляю к своим «Жигулям», это 90-е годы, значит, прицеп большой. Мы приезжаем, и она копает свой участок, у нее красиво, ровно, и вот такие вот ровненькие картошки одна к одной. Я начинаю выкапывать, вот такие вот. Ужас! Знаете, ведра есть такие цилиндрические. Я туда бросаю 3 картошки, обратно не могу вытряхнуть, они распирают друг друга. Вот такие огромные. Мы, ох, и мне неудобно перед родственницей, потому что у ней картошка такая средненькая, а у нас гигантская. Сыну лет 5, он не может донести, 3 картошки не может донести, тащит волоком это ведро. Я ей говорю, Нина Гавриловна, может вы нашу картошку возьмете? Она такая серьезная, говорит, нет, забирайте, значит. А почему? Оказывается, туда много лет сбрасывали навоз от коров. А потом корова уже лет 10 ее не было, он там перепрел. И земля была просто как, ну, потрясающая. Да, ну, меньше такой вот не было. И вот мы тогда, я звоню Васе и говорю, Вася, ты представляешь, твой китайский метод помог нам вырастить вот такой гигантский урожай. Мы, конечно, не смогли его даже, мы все-таки отдали там и другим родственникам, потому что это было огромное количество и очень вкусной, надо сказать, картошки. Вот так Вася подвиг нас на новый сорт, можно сказать, вывести китайский. Вот такая была история. Жизнь, она вот интересная, разнообразная и красивая. И Вася любил вот красиво жить. Он очень умел легко на пустом месте сделать тебе удобное какое-то существование. Вот я помню, как мы с ним по тайге, когда передвигались, значит, он буквально за какие-то полчаса мог приготовить все, что угодно. Я помню, мы где-то там под Чекурдахом каких-то куликов, значит, убили. Мы успели только познакомиться с местными, значит, охотниками, а он уже костерок разжег, ободрал и на рожно поставил, и все, уже все готово, понимаете? И вот как это потрясающе быстро, и даже как он мог в газете рыбу приготовить, возьмет, завернет, намочит, под золу сунет, и буквально через короткое время мы уже там вынимаем, обгоревшая эта бумага, достаем, а рыба потрясающе вкусная. Вот, то есть мы как-то едем с ним по тайге, мороз за 40 градусов, страшный холод, ну выйдем там, передохнем, там постоим, мороз пробирает. Я говорю, Вась, а вот я думаю, если вот меня выкинуть здесь в тайге, ну час-два я продержусь, наверное, больше вряд ли. Я говорю, Вась, а вот тебя выкинуть, говорю, сколько ты продержишь? Он говорит, ну, однако сутки продержусь. Я верил ему, что он продержится сутки.
Это был наш замечательный друг, боярин такой. Вот его предок был товарищем Столыпина, это его зам практически Столыпина. Когда-то мы с Сергеем ездили в Болгарию, и там на Шипке нашли перечень фамилий, нашли его родственника, офицера. Они думали, что он подплевный погиб, а он погиб на Шипке. Вот. И мы очень дружили, вот Василий Егорович дружил, и я с Сережей. Это был выдающийся человек, огромный организатор. Вот он создал товарищество русских художников, мы вместе создавали. Это вот люди, которые понимают, что русская культура, она основополагающая и объединяющая все наши культуры. И вот благодаря... И Вася тогда вошел в это товарищество русских художников. Там много было людей другой национальности, но Вася один был из самых активных. Поэтому вот такие вещи, которые Сергей предлагал и которые мы делали, они, в общем-то, во многом нашу дружбу и скрепляли. С Юрием Кузнецовым очень много дружили и ездили вместе, и были в Магадане, были в Сирии. Вот, мы с ним очень дружили и семьями даже, вот с Батимой, его женой. Очень хорошо Юрий Кузнецов знал мою супругу, она помогала в наших поездках там для Батимы что-то покупать. Ну и, конечно, его стихи выдающиеся, потрясающие, они нас всех вдохновляли, и мне очень жалко тоже, что вот такой человек ушел. Это великий человек был, это наше достояние.